Всем привет-привет, с вами канал Элайф. Мы находимся в торговом центре, вернее рядом с ним, Балтия Молл. Он недавно открылся, это новый торговый центр в Калининграде. И мы хотим его осмотреть. Говорят, что здесь 150 магазинов, есть зона отдыха и есть фудкорт, там 12 ресторанов. Вот. Мы заходим с западного конца. Огромное пространство отдыха, развлечений. Вот это вот огромный литуаль. Вот это вот зона отдыха. Тут люди присаживаются, отдыхают, когда они уже находились, нагулялись. И посмотрите на этот великолепный дизайн. Мне очень нравятся вот эти вот свисающие растения. Посмотри, Вов, как красиво. Ух ты! Максим, тебе нравится? Да. Смотрите, какой фонтан здесь. Шикарный. И вот такая обстановка. Сейчас мы выберем, в какой магазин пойдем. В какой мы пойдем первый магазин? Давай просто пройдем по этажам, посмотрим, Хорошо. какие есть магазины, потому что мы же ехали, по сути, без цели, просто смотреть. Просто прогуляться по огромному торговому центру. Ну, вот некоторые магазины еще скоро открытие. Да, еще не все магазины открыты. Это вот у нас Инканто. Прекрасные манекены новые у них. Есть второй этаж? Есть, конечно. Мы сейчас пройдемся по первому, поднимемся на второй. Там огромная бабочка, ты видел? Сейчас мы ее тоже увидим поближе. Посмотрим, что это за развлечение такое. Ух ты! Это же человек на ходулях, что ли, или что? Да, а ты что, не видишь? Как интересно. Нет, конечно, у меня же зрение плохое. Но мы сейчас поближе подойдем и все увидим. Ух ты! Смотри, Вов! Ого! Главное, что в маске. Здорово. Black Star Wear. Так, Black Star Wear. Давайте глянем, какую одежду любит Тимати. Сейчас делегация пройдет. Магазин временно не работает по техническим причинам. Видимо, настраивается. Надеюсь, вам видно. Так, смотрим, что есть еще. Ух, какой Сваровский, галерея времени. Это часы, значит. Там еще есть зона отдыха? Или это та же самая? Нет, это другая уже зона отдыха. А пойдемте еще вон того снимем на ходулях. Как интересно. Там видел большой, то ли Эльдорадо, то ли второй-то как он называется, М-видео ли? Ого. Маски раздает. Ага. Обалдеть. Круто. Видишь, если видит кого-то без маски, он, по-моему, раздает эти маски. Да. Шикарно. Баден. Обувь. Ловаться. Ух ты, кофе. Кофемашина, прикольно. Здорово. Слушай. Красиво. А вот здесь такая зона отдыха, да? Эко. Неплохо. Black Star Burger. Ага.
Вот это фудкорт, мы пришли на фудкорт, видимо. Ну-ка, дай я посмотрю, ловаться. Тут машинка. Так, кофе можно купить. Интересно. Каноэ. Нет. А, второй, да? Ну, значит, один этаж. Все, значит. Будем знать, что он здесь один. Так, пойдемте посмотрим по ресторанам, что тут есть. Ну, это листья, это синтетические, видишь? Да, но очень красиво сделали. Да. Выглядит шикарно. Вот там дальше спортмастер. Так, ну что, глянем, что за король шампиньон такой. Запах, конечно, специфический. Запах еды. Так, что тут делают с шампиньонами? Тут пироги сладкие. Продают булочки, пироги, выпечка. А там что? Хачапури по-аджарски. Горячие закуски, салаты, супы. Горячие блюда. Пицца. В общем, все поняли. Так. Вот. Киш. Пироги. Это что? Чебуречная. Пирожки. Салатики. Считаешь, я зря там снимаю, да? А чего? Не спрашиваю тебя. Нет, снимай, конечно. Я просто так, это Black Star Burger. Правильно, правильно и стараешься. Ты хочешь попить? Давай. Ну, да. Попить не надо? Нельзя? Возьмем просто обычную колу. Здесь же Ну, на разлив не надо, наверное, брать. Я считаю, что не нужно пока вот открыто. Там же все... Идет открытую. Открытую, да, не надо. Вот тут еще скоро открытие блины. Тут что-то тоже будет скоро. Суши. Там тоже что-то. Суши есть. Мы там, по-моему, даже как-то домой заказывали с суши-маркета. Что-то дальше ничего нет. Ну, тут столики есть зато. Пойдемте зайдем в магазин Хоббит. Зайдем в Хоббит. Да, это магазин игрушек. Угу. Тут есть вот Гарри Поттер, например. Угу. Мне нравится мандалорец на вот этом звере. Как я люблю мандалорца. Лучшие игрушки. Здорово. Всякие фигурки. Тут диски. Манго? Вернее, комиксы здесь. Комиксы где? Ну есть да, как обычно. Угу. Максим. А вот тут смотри, какие есть. Это что такое? Тоже комиксы же, да? Конструкторы. Лего Майнкрафт. Вот они, твои фигурки, которые ты покупал. Мы вот такую Наруто недавно купили. Тут опять есть вот моя геройская академия. Всякие. Ну, это качество хорошее. Это
Вот это очень хорошее качество у них, да. Скорее всего, медали тоже. И, ну, естественно. Вот эти... Эта фирма или как, эти люди, они привозят хорошие фигурки, реально. Мы вот эту вот фигурку купили, так долго сомневались, прям, все ли будет нормально. Принесли домой, блин, такая крутая фигурка вообще. 2,5 она стоит. Ух ты, это что такое? Это записная книжка. PlayStation 1. Кто-то ее уже затюкал. А это что? Это какая-то посудина. Прикольно. А? Смотри, PlayStation 1. PlayStation 1, ну кому-то ведь надо тоже. Ну ладно, для девочек покажу, мало ли, кому-то что-то интересно, девчачьи игрушки, естественно, зайки, всякие штуки, естественно, медведи. Медведь 250 рублей такой стоит. Вот такие смешные медведи есть. Здесь на 500 рублей Барби. Барби. Всякие канцтовары. Всякие какие-то игрушки тоже. Так, чемоданы. Чудо-чемодан. Магазин для домашних питомцев. Типа играть можно, да? Машинки. Коровы. На год быка, видимо, уже готовятся, да? Разных коров продают. Мне понравилось вот это. Она в вязаной шапке, у нее гнутся руки. И корова стоит 1000 рублей, 1080, это вообще смешно, просто по цене. У нее юбка тут, ну прикольная корова, конечно. А есть бык. Вот такой вот. Бык. Вообще коровы крутые, конечно. Недорогие, совсем недорогие. Вот это 950 стоит. Это вообще смешно просто. Очень дешевые цены. Вот это 1280 в бальном платье корова. Круто. Идем дальше. Вот чудо-юдо. Нам туда. Да, большой торговый центр. Огромный. Не. У него сегодня практически полностью загружена стоянка. Да, стоянка полная. Это значит, что вот весь этот народ приехал сюда на своих тачках. Понятно, всем нравится то, что открылся на торговый центр. Конечно. Спортмастер есть. Пойдем посмотрим. Мы же хотели коврики для йоги. Пошлите глянем коврики для йоги. Будем заниматься йогой. Тут вот туалетик. Там что-то еще для детей сделано, ведь башня-маяк такая. Прям интересно. Надо будет подойти туда. Горка моя. Тут тоже зона отдыха есть. Да, неплохо, конечно. Перчатки. Перчатки. 300 рублей. Я считаю, это смешно даже по цене. Очень даже низкая цена. Шапочки. 400 рублей. Нормально.
Кстати, неплохие шапочки. Ищем йога-инвентарь. Ух ты, какие кружечки красивые. Только это пластик. 79 рублей. А, это походный, да? А вот же коврики, нет? Это не наши? Ну-ка, давай глянем. Коврик для чего здесь написано? 300 рублей. Кемпинговый. Но Да, он ведь, в принципе, нам- для йоги нет. не подходит. Маленький, да? Маленький. Ну, пошли поищем. Курточки. Ну, какая курточка неплохая, так даже. Сколько стоит мужская куртка? 5500. Ну, в принципе, она же теплая, хорошая курточка. Давайте вот туда выйдем. Так. Вот оранжевые кроссовки. Прошли только что. Вон там. Пойдем глянем тогда. Кроссовки. Черно-оранжевые Demix. Я просто цену посмотреть. 2600, недорого совершенно даже. Такие пористые, хорошие, но они летние, да. А есть еще, смотри, целый набор. Нет, бело-оранжевый. А, ты хочешь бело-оранжевые? Смотри, даже какие есть. Интересные. Да, сколько же они стоят? Нет ценников, что ли? Спортивный стиль именно для городских, для ношения. 5200. Максиму не понравилось. Дороговато. Ну, 5200, конечно, что-то не очень, как бы. В Adidas тоже 5500 стоит. Так, мы уже в детском отделе. А где же коврики для йоги посмотреть? Давай здесь глянем. Ага, вот инвентарь разный, смотри. Теннисные ракетки, футбольные, баскетбольные мячи. Вон там еще, Максим, есть бело-оранжевые. Это кеды. Бутсы. Тут для футбола. Но я не поверю, что здесь нет ковриков для йоги. Все равно они где-то здесь должны быть. Бакс, бакс. Вот, Вот они, да? это они? Похоже. Что написано? Он 3000 стоит. Это этот... Губковый. Нет, это пробка. Ну да. Пробковый коврик для йоги. Пробковый дорого. 3000 за один коврик, это смешно, дорого. А есть что-то подешевле? А это что? Это не то. Ой, аккуратно. Получается, коврик для йоги нам нужно искать в другом магазине, потому что здесь очень дорого. Чтобы нам позаниматься йогой втроем, нам нужно отдать 10 тысяч. Спасибо большое. Может быть, здесь есть еще аналогичные какие-то магазины? Да, конечно, есть. Пусть не спортивных, но каких-нибудь других товаров. Да. Тот же Спар может оказаться богатым на коврики. Это есть спад. Да.
Вот, значит, это удовольствие связь. Пошлите в спар. Пошли в спар, Вов. Давай идем, обход делаем и смотрим, что понравится, туда и зайдем. Хорошо? Да нет проблем, мы же Парень, дальше да. просто идем теперь и все. А вот подожди, здесь может там есть. А мы же уже посмотрели. Там только такие, Коврик для кемпинга 300 рублей. Но он маленький для занятий йогой. Хотя, допустим, мне бы хватило, мы туда идем. Здесь не были, да. Подиум дети. Это та же бабушка? Нет, это не та же, это другая. Другая бабушка. О, массажные кресла. Да. Круто. А вот здесь детский уголок. Такая интересная палатка НЛО. Чего ты хочешь? Или холм пещера Хоббита, да? А тут вот маяк. Давай пойдем дальше. Здесь много сразу. Дети много заразы. Аптека. Вов, ты хотел в аптеке что-то купить? Аптека. Ну ладно, давай аптеку на обратно. Я пока вспомню, что нужно было. Амоксициллин. Забыл? Так, я хочу показать бабочку. Там детские товары, детские. Не, я бабочку снимаю. Бабушка. Так, Ридго. Мы дошли до другого выхода. Да, вот Нам сейчас туда. Еще не открытый. Там магазин дешевой одежды, такого ширпотреба. Ну, иногда там что-то интересное можно посмотреть. По-другому можно пойти туда прямо, а потом налево или направо. Зачем? У нас Я не знаю. Остин. Вот Остин. Это... Вот Радо. Вот заметьте, некоторые пролеты в некоторых местах зоны отдыха обязательно у них стоит средство для дезинфекции. Угу. Можно протереть руки, если что-то